Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Многие спрашивают, желательно ли соблюдать пост в месяц Шаабан. На желательность соблюдения поста в месяц Шаабан указывает хадисы пророка, алейхиссалату вассалам. Иншаллах, сейчас приведем два хадиса пророка, алейхиссалату вассалам. Первое, от Аишата, радияллаху анха, приводится: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Аиша, жена посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: я никогда не видела, чтобы помимо Рамадана он, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, постился в течение всего месяца. И я никогда не видела, чтобы посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда-нибудь постился больше, чем в месяц Шаабан. Также от Усама ибн Зайда, радияллаху анху, приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Однажды Усама ибн Зайд, радияллаху анху, спросил посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, о причине его усердия в посте месяца Шаабан, на что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, ответил: «Залика шахрун ягфулун насу анху байна раджабин ва рамадан». В этот месяц, между месяцем Раджаб и Рамадан, люди проявляют беспечность. «Ва хуа шахрун турфау фихи аль-а'малу иля раббил аламин». И это месяц, когда деяния рабов возвышается Всевышнему Аллаху азза ва джалля. «Фаухиббу ярфа амали ва ана саимун». И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: я хочу, чтобы во время вознесения моих деяний, чтобы я соблюдал пост. Поэтому из вышесказанного мы поняли, что соблюдение поста в месяц Шаабан является желательным. Однако мы должны знать, что у тех, у которых есть пропущенные обязательные посты месяца Рамадан, им в первую очередь необходимо возместить пропущенные посты. Пусть Всевышний Аллах всем нам поможет. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.